Так, ребята, сегодня у меня в работе Camry 50. Такая вот красотка, черненькая. Отличный аппарат вообще. Отсюда начинается премиум класс гибридных автомобилей Toyota. Вот. Прародитель всего лакшери. Вот. Начало такое. То есть это Camry 50. Вот ее родственник стоит полный. Такой же двигатель, такая же гибридная система. Только там 4 ВД, единственное что. Здесь передний привод. Вот. Двигатель АР такой же, как у Харька. Такой же двигатель идет у нас в линейке Wildfire, Alphard тех годов. Тачка просто отличная, конечно. Есть у нее проблемы по обслуживанию. Двигатель развернутый выпускным коллектором вперед. Неудобно добираться до форсунок. Рампа находится там. Ну и много чего неудобно на самом деле. Клапаны ГР там. Дроссельная заслонка там. Лучше бы этот двигатель был развернутый сюда, в эту сторону. Вот. Очень трудно все это доставать. Трудно обслуживать. В Alphire там еще труднее. Это автобус. Здесь хотя бы жабо можно как-то это снять. В принципе, доступ будет, скорее всего. Вот. Мы будем сейчас на это посмотреть. Также Краун есть. То же самое. Только у Крауна двигатель уже горизонтально расположен вообще. В принципе, то же самое, все тот же мотор. Вот. Ну а так, тачка прикольная. Салон у нее очень богатый. Просторный. Как раньше в 90-х говорили. Класс Волги. Автомобиль класса Волги. Все хотели автомобиль класса Волги. Это были маркообразные автомобили, крауны и все такое. Ну а так вот здесь смотрите, как шикарно. Вот. Сидишь. Все как в кабинете каком-то. Вот это вот элементы. Не натурального, конечно, дерева, но тем не менее это все лакировано. Все красиво. Ну вот. Люка, правда, здесь нету. Потолок белый. Был бы черный, еще было бы круче, конечно. Вот. Строчка вот такая вот. Здесь мягонько все. Уже не дубовый пластик. Шумоизоляция у этого автомобиля получше будет. Приколдесы всякие вот такие. В общем, что сказать-то. Все, что надо нормальному статусному человеку, здесь все есть. Даже подочечник. Вообще удобная функция. У меня его нету, кстати. Вот. Что еще? Да, приборная панель у него отличная. Ключик не видит. Сейчас покажу. Вот. Гибрид C-Energy Drive. Компьютер здесь у него встроенный. Такая панель. Так. Значит, что хочу сказать конкретно по автомобилю. Будет проводиться техническое обслуживание двигателя и ВВБ. То есть батарейка будет на нем растасовываться. Серединка у него просевшие пары есть, поэтому они будут отправляться в края. Здесь у нас в двигателе есть в 4-м цилиндре пропуск по зажиганию. Вот. Сейчас я разбираюсь с этим моментом. Выкручиваю свечи. Свечи клиент видно, что новые ставил. Свечи стоят. Маркировка FK16 HR A8. Вот. Свечи, катушки. Будем сейчас отсекать. 4-й цилиндр подтраивает. Значит, мы что будем делать? Сейчас перекидку делать свечи и катушки зажигания в 3-й цилиндр, а с 3-го в 4-й. Будем заводить и смотреть. Изменения будут какие-то? Нет. Если изменений никаких не будет, значит это форсунка. Вот. Ну и цилиндры сейчас осмотрим на предмет нагара и всего такого. Ну вот, смотрю эндоскопом. Нагара в двигателе очень-очень крайне мало. Вот. Ханинговка у него шикарная просто.
Вот. На телефон так плохо это все делать, потому что вот так получше будет. Вот ханинговочка у него шикарная, просто ее видно. Нагара крайне мало. Сейчас будем смотреть, что у него там по цилиндрам. Клапана сухие. Нагара тоже очень мало. Значит, поршня и все такое в этом двигателе более-менее в достойном состоянии. Вот все вижу, что все в крайне хорошем состоянии. Это третий цилиндр. Сейчас будем спускаться в четвертый цилиндр, посмотреть. Четвертый цилиндр, такая же история. Вижу, что нагара почти нет. Состояние нового двигателя вообще. Вот. Вон какой отличный цилиндр. Даже ФБК написано, ФСК. Сейчас мы перевернем, посмотрим клапана в каком состоянии. Ну, в общем, состояние двигателя хорошее. Свечи хорошие. Скорее всего, проблема в форсунке. Вот. Форсунка, скорее всего, подзабитая. Здесь у него форсунки керамические. Бывает с ними проблемки, бывают. Поэтому подтраивание у него может идти оттуда легко. Ну, дроссель грязный будем чистить. И клапан ЕГР почистим тоже. Как-то так. Смотрю колпачки. Здесь порепанность. Вот, трещины уже пошли. То есть они рассохшиеся. Сейчас будем менять колпачки, резинки. Будем, наверное, мыть его биджишкой. Сейчас буду как-то подключать в эту автомобиль колбу. Мыть его биджи, форсунки. Смотреть. Как-то так, в общем. Такая профилактика будет. Масло в автомобиле свежее залито. Уровень есть, нормально все. Короче, вот такая херня. Заслонка грязная очень сильно на этой камрюхе. Сейчас будем чистить. В общем, вот такой вот клапан ЕГР на камрюхе. Вот, говорят, что на этих камри 50-х система ЕГР никогда не забивается. Ну и в принципе, вот пробег у него автомобиля уже большой. 200 почти, даже больше. 240, по-моему, у него пробега. И вот клапан. Явно его никто никогда не чистил. И я скажу, что он в хорошем состоянии. Не как у Приуса. У Приуса было бы вот здесь все бы вот так вот забито было. А у этого нет. Поэтому АР двигателя хорошие. У него расположение правильное. Ну, то есть система ЕГР трубка. Он как-то идет по-другому все. Коллектор сверху у него, видишь, как-то он сделан вообще грамотно. То есть эти тачки бюджетные, они намного лучше по системе ЕГР. Не бюджетные, чем бюджетные. Вот так работает АР. Сейчас работает в сервисном режиме. Будем смотреть. Вот есть у него троение. 2 даже. Вот у него троение вылазит. Сейчас будем смотреть, в каком цилиндре он спалится все равно. В каком цилиндре появится, там троение. Единичка, я имею в виду. Оп, третий цилиндр. Оп, второй цилиндр. То есть они у него везде по чуть-чуть. Во втором цилиндре, в третьем цилиндре пропуск пошел.
второй, третий. Интересно. Свечи новые стоят. Хоп, третий. Пропустил. Хоп, четвертый. Но он везде пропускает. Но это говорит о том, что это форсунки, скорее всего, подзабитые в него. Вот. Сейчас будем смотреть, почему у него идут троения такие. Вон Макс говорит, полтинник ему очень нравится. Говорит, машина такая, да? Прям строгая, да? Очень строго. Обалденно. Как в 90-х годах. Ну, раньше делали машины, а сейчас космические всякие тачки делаются, какие-то виды. А это тут ничего лишнего нету, да? Да. На разборке там подъехал такой блатной в галстучке. Решил вопрос, ушел спокойно. Ну сейчас же так решается, не ебашься. Я думаю, на разборке сейчас на Камри не ездят, точно. Сейчас на крузаке каком-нибудь или Да, на какой-нибудь Lexus 600. на Волге приедут. Да. А могут и на ВЦ приехать. Ну, Сейчас уже такое время, да? Сейчас, да. Так что сейчас время другое. Ну а так машина, конечно, блин, вообще строгая, ага. Ну тут, правда, вот у него комплектация попроще, то, что у него не кожаные сиденья. Есть еще кожаные сиденья вообще. У него попроще она. Велюр. Зато тут вот спойлерок, смотри, какой аккуратненький у него. Здесь, смотри, накладочка. Спойлерок. Ничего лишнего нету вообще. Вот эти вот фары мне задние, их не очень на полтиннике нравятся. Классно смотрятся вообще. Вот. И передние фары у него как капельки такие. Красота вообще. В общем, чистим клапан ИГР. Пока клапан отмокает, мы маленько о машине. О машине разговариваем. Восхищаемся. Камри 50. Вот. А 70-ка вообще крутая. Я на ней прокатился тогда. Я ж хотел же себе купить эту 70-ю будку тогда. 19-й год была с люком. Парень приезжал, белая, на обвесе. Ну, может быть, я и правильно, конечно, сделал. Белый был цвет. Но, в принципе, если бы я ее купил, я бы ничего не ошибся бы. Я бы тоже на хорошей машине ездил. Потому что машина, вообще там пробег был что-то около 50, короче, 40 с чем-то тысяч. И я вообще в нее влюбился сразу. Я на ней прокатился вот тут, по Хотынке. И просто говорю, все, это тачка моя, короче. Что-то я, короче, решил потом перегадать. Думал во Владивосток поехать, машину купить, короче. Не забрал я его. Но его купили сразу. Через буквально неделю уже объявления не было. Ну да. Цена была очень хорошая, ему срочно деньги были нужны. 2500 он просил. А так они 2800 стоили, вот так люкатые. Ну, видишь, ты бы такую машину бы купил, да? А потом бы, ну, например, что-нибудь там перевести, ну, ты бы уже бы не смог. перевез бы, да. А это я батарейки вожу даже. Аккуратненько погрузил Ну, и все. Багажник я ебу, ёпта. Ну, Это же кроссовер же. кроссовер, да. Кроссовер. А это седан, ну седан ничего не посадишь там уже. Ну да. Это так чисто жопу возить. Ну те повыше, Харри чуть повыше. Даже он, я считаю, в лес... Конечно, летом повыше. в лесок поехал на нем. Ты же Ничего. на него садишься уже вот все высоко, Мгм. все четко. А это уже низкая машина. Но ходовка у Харриера вся от нее Одинаково. одинаково. Рычаги и все вот это вот, все. Мягкость. Мягкость, да. Стойки просто повыше, пружины побольше и все. Здоровый. Такой вот полтинничек. В общем, клапан отъедаю. Вот он, грязи много. Вот так вот. Уже все отъедается. Такой клапан будет чистый у нас. Там тоже все почистил. Смазал ВДшечкой. Так, подключил я оборудование для промывки форсунок. Снимать эти форсунки мы не будем, так как коллектор находится сзади. Очень сложно это сделать. Вот, мы будем пробовать мыть 2 банки BG. Вот, раз.
и 2. Будем промывать форсунки с помощью вот этой химии. Вот. Ну и все, в принципе. Сейчас зальем химозу, запустим движок в сервисном режиме и будем мыть. Завели автомобиль на биджи. Хреначили сюда 3 банки биджи. Вот. И будем сейчас промывать форсунки. Сейчас это он неровно пока работает. Смотри, как он перебоит, да? Это он этот детон ловит, детонацию. Ну а так, в принципе, смотрим, какой у него производительность бензонасоса. Хорошая. Он, братан, 3 очка давит. 3 очка давит, спокойно. Я вижу, поэтому прям. Ну все, в принципе, что? Ну. Мою форсуночки. Заслонка уже 15,6 упала. Клапан EGR трешку уже показывает, был 5 почти. Снижается. Сейчас открывается клапан. Посмотрим, насколько он упадет. Показания. Так, по цилиндрам пока троения не вижу никаких пропусков. Вот появился пропуск во втором цилиндре. Ну, будем смотреть. Прогоним сейчас эти банки биджи и посмотрим, как она лучше станет, нет. Максом, короче, замутили вот такую тему, чтобы безопасно было. От машины подальше, колба. Тут жидкость очень горючая, поэтому, да. Сейчас у нас отмокает машинка, форсуночки. Но уже вижу, что пропусков по зажиганию нету. И как будто бы двигатель стал работать поровнее. А движок-то ровнее стал работать, слушай. Да, я чувствую, он вообще перебоил. Он прям дергался аж жестко. Ну, дроссель упал, этот EGR тоже подупало. Что-то подстукивается. Что-то у него, да, подстук какой-то есть. В принципе, в целом. Да, это скорее всего детонация идет, да. Вот так нормально. На бензин перейдет, я думаю, лучше будет работать. Прогнал я 3 банки биджи через колбу. Результат хороший. Пропусков уже нету. Двигатель стал ровнее работать намного. Вот. По форсункам. Да вот можно даже посмотреть, что уже пропусков нету. Вот пропуски по цилиндрам. И мы видим, что пропусков нет. Работает ровненько. В общем, форсунки, видать, подбило. Грязненькие были. И после химии все хорошо стало. Не пропускают. Ни в одном цилиндре. Вот такие вот дела. Добился успеха. Так что колба творит чудеса. И химия биджишка тоже творит чудеса. Расход у него явно упадет. Вот, сейчас она работает в сервисном режиме. Сейчас обучается маленько дроссельная заслоночка у нас. Дроссель у нас уже результат 15,2. Вот, Motor Duty. И EGR у нас чистый 2 показывает. Был за 5, заходил, поэтому хороший результат. Осталось вопрос решить с батареечкой. И на этом все.
Вытащили с этого агрегата батареечку. Такая она здоровая, тяжелая. Находится в багажнике. Раздербанили весь салон. Вот так вот. Камеры мы уже много раз разбирали, поэтому особого труда не составляет. Но, ну как бы это. И Кроуны знаем, и Камри, поэтому это не проблемные для нас машины. Вот, ну, тяжелее, чем Prius, конечно. Смотрим, кулер очень грязный. Вон сколько бахромы там. Это сейчас надо открутить, почистить. Буду перетасовку элементов еще делать на этой батарейке. Поэтому здесь все так. Контакты вот такие зеленые на этой камрюшке. Все прям зеленые, зеленющие. Кулер грязный. Вот. Сейчас все это будем в пыли. Батарейки тоже хватает, походу. Сейчас будем все это дело. И будем мы ее тусить. То есть мы серединку в края, а края в серединку сделаем. Чтобы бегала дольше. Самое главное, мы у нее пропуски убрали. Вообще пропусков ни одного. Движочек стал лучше работать намного. Новенько. Без стояков. И все, Камри готова. Все работает. Сейчас буду отдавать хозяину. Все, вот приехал хозяин забирать машинку. Сейчас прокатится, скажет свои ощущения. Лучше едет, не лучше. Что изменилось, тоже интересно. Первый раз вот выгоняем. Ну ЕГР был, клапан грязный у тебя очень сильно, я тебе показывал, да? Дроссель вообще был засранный. Видимо, ни разу не почистил. Да, никогда, видать, ага. Не лазили никуда. Ну, обычно в эти тачки не лазят никогда. То ли боятся, то ли думают, что там ничего не ломается, ничего не засоряется. Даже клапан, говорят, ну типа ЕГР на Камрюхе чистить не надо, а он видал, какой грязный был. Да. Но все равно он работает некорректно уже. Газ жмешь, нормально, да? Сразу приход. Я бы на нашем сразу. Ну, газ ушляется. Нажать. Раньше так. Задержка. Когда газуешь. А сейчас сразу, да, получается? Ну, так и должно быть. Видимо, задышала машина. Ну. А бензин какой заливаешь? 95.
Ну, попробуй 98-й. На нем пободрее будет ездить. Сахатранс, либо Туймада, я думаю. В принципе, я в свой заливаю иногда. У меня 95-й Сахатранс. Угу. Ну, 95-й как будто бы его на дольше хватает, что ли. Как 98-й зальешь, быстро бак вылетает. У него присадки до хрена, видать, она горит быстрее. На этой машине еще, видишь, надо иногда маленько пизделей давать. Да, Ну, чтобы чтобы форсунки как раз таки прогазовать иногда. Они из-за чего очень сильно забиваются? Потому что здесь форсунки-то керамические стоят, они тоже такие почти как непосредственно впрыска в камере сгорания. И они когда коксуются очень сильно, когда при городском режиме езды, когда вот именно тошнишь, а когда вот нормально ему поливаешь, он лучше. Почему у нас трассовые машины-то лучше и ходят? Которые вот именно таксисты, трассы в основном меньше страдают проблемами такими. Сколько ты на Камри уже это едешь? больше полгода. Больше полгода? А, ну недавно совсем, да, по сути. И сразу у тебя вот так было, да? Ну, да. Как купил? Ну, трение месяца 2 назад нашло. Появилось, да? Да. М. Ну, лучше что фильтра надо менять, наверное, топливо. Ну, давка у тебя хорошая. Ну, вот сегодня вот когда шланг подключали в обратку, в как его, в бак обратно, давление вообще нормальное. То есть струйка такая хорошая, уверенная, поэтому думаю, что нормально насос давит. И фильтра, наверное, не сильно-то и забиты, я думаю. Ну, если честно, можно иногда для профилактики. Конечно. Поменять фильтр. Чтобы крупные частицы не попадали. М? Чтобы крупные частицы не попадали. Ну да. По батарее же. Батарея нормально. У тебя контакты были грязные. Перекидку сделал я. Вот эту вот 9-ю пару я убрал, короче, в край самый. Ну и все, в принципе. Середина у тебя помощнее, края послабее. То есть наоборот, края. Да, края послабее, середина помощнее. Теперь у тебя будет середина проваливаться. И батарейка больше походит. Я так понял, сначала середина. Ну, у Камри вообще как бы система получше, чем в Приусе 30. Он старается выжимать батарейки, которые более-менее сильные, с первыми, короче. И находит такие батарейки и постоянно их как бы просаживает. Но вот середина все равно страдает. Там перегрев, потому что больше идет. Вот у тебя пострадала 9-я пара. А так-то полтинничек четкий. Там никто не лазил. Сзади тоже все клипсики целые были.
А, машину ты купил просто, да, и все. Надо проверять, конечно, гибриды. В принципе, нормальный вариант взял. Вообще повезло тебе. Так всегда давился. Но повезло, хороший. Они приходили, смотрели, показывали. Нашим покупателям. Мгм. За сколько взял? 700. Нормально. Шесть. Лучше, да? Да. Слава богу. Значит, не зря день пройден. Наша бывало, как будто груженый еду иногда. Мгм. Бываешь, когда груженый там не хватает чего. Потянет. Мгм. Сейчас легонько набирается спокойно. Сейчас прям, сейчас что-то дышало машина. Мгм. Это самое главное. Приятно всегда, когда именно есть результат, а не вот это вот, когда результата нет, это, конечно, плохо. Проблемы там. Контакты окисленно были. Окисление. Окисление? Да. Ну, пятаки были, в принципе, не сильно окисленные, сами вот именно пятно контакта. Но зелененькие, зеленеть начали. А вот вокруг них уже все зеленое, черное прям было. А это уже как бы она бы пошло дальше, уже на пятно контакта, уже чуть-чуть тебе еще поездить. Оно, как это, знаешь, захватывает ее потихоньку, медь жрет. Ну и все, потом хуже. А сейчас нормально, чистые они как по заводу. Все протянуто, динамиком все протянул. Сейчас только следи за пылью. Сеточку эту постоянно проверяй, чисти сзади. Старайся, чтобы у тебя сзади всегда было чистенько. Ну, у тебя в машине вроде вообще не пылинки. У кого вот срач именно в машинах гибридных, вот те-то и страдают. Прямо туда засасывает. Да, конечно, она как пылесос же сосет каждый день все. Страдает больше всего филдера, аквы у них, потому что батарейка в самом низу находится. Ну, прям все, что ты ногами туда затягиваешь, все туда засасывается, как пылесосом. Поэтому такие машины надо чаще проверять, продувать от пыли. Еще страдают те машины, у которых сзади фильтра, там есть же эти фильтра такие, где бампера, короче. Вот, они сломаны, когда пропускают пыль, грязь, все в багажник, когда засасывается, либо дырка в багажнике, уплотнительная, вот эта резиночка. Чуть дальше. Уплотнительная резиночка, когда выпадает, дырка остается и начинает туда всю пыль сосать, короче. У нас же очень пыльно в Якутии. Дальше еще. Как-то так. Ну ладно, ребята, заканчиваем трансляцию. Сделали нормальную камрюху. Все, всем пока. Так, ребята, всем привет. В общем, поехал в транспортную компанию забирать батареечку для Алекминска. Человек заказывал новую абсолютно батарейку на Prius 30. Вот она пришла, очень быстро, кстати, пришла. Недели, наверное, а может быть полторы. Она уже здесь, в Якутске. Сейчас я ее буду забирать и передавать человеку в Алекминск. Вот такие вот дела вот. Сейчас посмотрим, что за батареечка, как выглядит новая батарейка. Ну, она вообще красивенькая вся будет. Срок службы у нее, ой-ой-ой, какой теперь. Ну, гарантия на нее 2 года. Вот. А срок службы у нее бешеный просто будет. Ну, что если говорить, с завода батарейки ходят по 10, по 15 лет. Вот. В зависимости, как за ней, конечно, ухаживать, как ездить на машине. Если в чистоте содержать, то она столько отходит. И температурный режим нормальный, что поддерживать всегда. Там на кондиционере ездить, можно контроллер ВВБ поставить. И она вообще будет жить долго и счастливо. Поэтому покупайте, ребята, только новые батареи, либо контрактные. Ремонтами заниматься там по 30%, по 40%.
процентов, по 20 процентов батарейки эти постоянно подкидывать, это вообще себе дороже. Я такие батареи не делаю. Вот. Я это давно понял еще на самом старте, что ничего хорошего с этих ремонтов нету. Ну, можно отремонтировать батарейку, которая свыше 50 процентов. Вот. 50, 60, 70, 80 процентов это ремонтные батареи. Все, что остальное, это хлам. Нужно его выкидывать в помойку. Все. И покупать себе контракт. Приехал забирать батареечку. Всегда пользуюсь Транзит 27. Отличная транспортная компания, кстати. Обращайтесь. Вот она пришла, батареечка с Владивостока. Новая, вся упакованная. Коробочки, все. Вот даже парт номер есть. Все, груз поедет в Алекминск. Пришла вот батареечка вот эта вот, которая для Алекминска. В общем, она приходит в таком состоянии. Кулера нету. Кулер типа родной ставьте. Все вот так запаковано. Я сейчас буду собирать. Сюда реле поставлю. Компьютер, мозг. Все сюда перенесу. Со старой батарейки. Вот. Соберу и буду отправлять. В общем, вот так вот. Короче, вот. Перекинул все. Мозги родные перекинул. Все подключил, все нормально. Так, сейчас почистил кулер. Кулер идеально чистый теперь. Вот. Все как новое. Будем ставить. Сейчас еще проверю ее на заряд. Нормальный у нее заряд, ненормальный. Заряжу еще в нее немножечко перед поездкой. Тренерну, так сказать. Вот, распечатал новую батареечку. Вот так выглядят новые контакты. Вот так вот, короче. Вот так это выглядит. Сейчас мы ей дадим заряд. Все элементы Gen 4. Все порядковые номеры идут по порядочку. В общем, четко. Сейчас мы просто ее подзарядим и все, чтобы у нее был заряд. Такие дела. Так вот выглядит новая батарейка. Смотрите, какие они все идеальные. Разбег 0,5 милливольта всего. 0,6-0,5 в спокойствии. Вот. Заряд в ней есть. Видно, что
элементы заряжены. Но так как она поедет у нас в Алекминск, это 800 километров от Якутска, я еще дам ей заряд. Потренируем ее немножко, пускай она долго лежала на складах и все такое, возможно, и никто ее не тренировал. Я сейчас ей дам заряд. Пусть она немножко подзарядится. Ну а так, конечно, бомба. Батарейка классная, новая, все. Ну, Навио, ё-моё. Это тебе не какой-то там мусор собирать из этих мусора вот этого вот собирать батарейки. Это вообще ни о чем. Вот, либо контрактная. Это почти то же самое, что вот это. Ну, у нее там пробег 40 тысяч километров примерно. 95% там есть. 5% потратилось от этого. Ну, грубо говоря, ставишь эту батарейку, катаешься на ней 40 тысяч километров. Она уходит до 95%. Ее снимают и продают в России. Вот это и есть контракт. А вот, это батарея новая. Вот так приходит в упаковке. Да, приходит она без мозгов, приходит она без кулера, без ничего, без вот этого вот, просто модуль и все. Но вот, это никогда ничего с ним не случится. Это фирма Panasonic, японское качество. Вот. Кулерам тоже, в принципе, ничего не будет. Почистил, обратно поставил, еще будет работать. Так что все нормально. Но кулер этот стоит 500 рублей. Вот, на рынке, если что-то с ним случится. Ничего такого. Так что приобретайте новые батареи с гарантией. Такие вот делишки. Короче, все ложу. Чеку безопасности вот сюда положу. Также документы, все будет тоже здесь. На батарею примотаю сейчас. Сделаю документики и примотаю. Батарейку коллекторскую я подготовил. Батарейку зарядил. Все собрал. Ее сейчас только ставь и все. И дальнейшее как бы обслуживание вовремя. Главное, чтобы чисто сеточка была и все такое. В общем, гарантийку подписал. Все в коробке упаковано. Ждет своего клиента. Вот так вот.